Добрый вечер. А теперь о главном. Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев, исполнительный директор Ассоциации Артур Ташибеков и председатель Общественного совета при Минздраве Нурхан Джумабаева выступили сегодня против законопроекта о защите здоровья граждан от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма. По словам Пономарева, этот законопроект содержит серьезные риски для малого и среднего бизнеса и ставит под удар десятки тысяч рабочих мест в стране. То есть, если вступят в силу запретительные нормы этого закона против табакопотребления, многие бизнесмены потеряют работу или лишатся прибыли. Грубо говоря, получается, что прибыль бизнесменов много важнее здоровья граждан. Но не все бизнесмены занимаются продажей табакосодержащей продукции. Было бы хорошо, если Пономарев привел более конкретные данные, например, сколько предприятий или бизнесменов какой ущерб могут понести от ограничений продажи табака. Он говорил лишь о том, что 30% выручки магазины получают от продажи табака. Но разве треть полок всех магазинов забита сигаретами? И ведь есть магазины, где вообще не бывает сигарет или табака. А цифры о вреде табака мы имеем. В Кыргызстане до 6 тысяч человек старше 30 лет ежегодно умирает из-за болезней, вызванных потреблением табака. От дорожно-транспортных происшествий в стране в год гибнет около 1000 человек. То есть курение уносит в 6 раз больше жизней. Это страшная цифра. А мы все говорим про ДТП, что сообщения о них похожи на сводки с фронта боевых действий. 22% смертей среди мужчин и 5% среди женщин старше 30 лет происходят по причине курения. При этом 40% мужчин, умирающих от рака, умирают от рака легких. А экономические затраты государства и населения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обусловленными потреблением табака, составляют более 10 миллиардов сом в год. Насколько нравственно вообще сравнивать потери прибыли бизнесменов из-за ограничения курения с такими потерями здоровья? Если они зарабатывали на продаже сигарет или на свая, могли бы перейти на другой вид бизнеса. Совсем другой вопрос, что в другой сфере прибыль может быть меньше. И должны ли тогда ассоциации предпринимателей толкать своих бизнесменов к торговле наркотиками или оружием, где прибыль больше? Но ведь такие тоже в нашем обществе находятся. Председатель правления Национального банка Толкун Абдыгулов заявил 2 года назад, что для привлечения в Кыргызстан туристов можно было бы легализовать марихуану. И не надо Министерства туризма или других государственных программ. Если продолжить его логику, можно всех женщин сделать проститутками, туристы будут ездить не только из СНГ, а со всего мира. Как сделать туристический рай, да? Если вы неолибералисты такие, то ставьте такие фишки, которые Я знаю, как привести сюда всех туристов. Легализуйте марихуану, все, ничего не надо делать, у вас пачками, все, СНГ будет здесь у вас, мест ни в гостиницах нигде не останется. Вот это фишка. А у ваших вот в этом, нет вот такого, чтобы нам драйвером было. Пономарев, например, приводит в пример ограничение, что нельзя продавать сигареты ближе 100 метров к школам или детсадам. Но, по его словам, корявой нормой является то, что эти 100 метров надо отсчитывать от оградительного забора, а не от здания к зданию. То есть, если дворик детсада простирается на 100 метров, то сигаретный киоск или ночной клуб с продажей сигарет можно ставить прямо у забора детсада. Другим аргументом президента Ассоциации рынков является то, что детсады, например, закрываются в 6 часов вечера, а магазины, киоски или рынки работают дольше. Есть много и других интересных доводов, но главное то, что по логике бизнесменов общество, в том числе и дети, должны угождать бизнесу даже тогда, когда он делает деньги на вредных привычках людей. Наверное, в здоровом обществе все-таки должно быть наоборот. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аиб. Всем вам хорошего и до свидания.